Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как и почему на проспекте Камалеева перевернулась иномарка. Гипс так наложили? Да, вот. Там даже стекло не Пострадали 2 человека. Покажем несколько пожаров, вспыхнувших сегодня в Челнах. А также, как мужчина обманул 7 человек на 100 с лишним миллионов рублей. Обязательства свои перед Хазрахманом не исполнил. На неоднократно переносимые сроки денежные средства не вернул. И незаконная рыбалка на Каме. Чем это грозит? Это и не только. Прямо сейчас. Hyundai Solaris сегодня утром опрокинулась на крышу после столкновения с «Ладой» 14-й модели на проспекте Альберта Камалеева. В аварии пострадали 2 человека. Водитель иномарки рассказал, что произошло все по вине водителя «Лады». Каким образом, узнал Айрат Назипов. Гипс так наложили? Да, вот. Там даже стекло не Так а что вы не боитесь? Серьезно, что? Ну как потом боитесь, да? К месту аварии подъехали сразу несколько бригад медиков. Помощь потребовалась как водителю Hyundai, так и его пассажирке. Мужчину осмотрели и перебинтовали на месте, а женщину врачи решили госпитализировать. Но по уверениям очевидцев, она не получила серьезных травм. Также они рассказали, как произошло ДТП. Ответственность возложили на водителя «Лады», с которым и произошло столкновение. Он ехал по левой полосу. Без поворотника выезжал на его полосу, то есть на него ударили. То есть он хотел сюда повернуть? Нет, не повернул, просто... перестраивался, да? Перестраивался, да. По предварительным данным, и «Лада», и Hyundai ехали в одном направлении. Отечественная легковушка двигалась в левом ряду и начала перестраиваться направо. Причем, как утверждают товарищи водителя иномарки, владелец «Лады» сделал это никого не предупреждая и не включив поворотники. Свое видение произошедшего водитель «Лады» рассказать не захотел. Водитель говорит, что вы перестроились как без поворотника. Это правда или нет? Я защитник, сейчас комментарий подсказываемся хорошо. Комментировать и аргументировать свою версию водитель «Лады» будет уже на детальном разборе в ГИБДД. Вину за произошедшее на себя он брать не спешил. Айрат Назипов, Наиля Абдуллина, «Вызов 112». 2 «Лады» 14-й модели и «Калина» не поделили перекресток улиц Ленинградская и Беломорская. Авария произошла в вечерний час пик. Рассказывать, как произошло ДТП, никто из водителей не стал. Несмотря на то, что обе машины получили сильные повреждения, они остались на ходу. Люди не пострадали. Водители решили не преграждать дорогу, ожидая автоинспекторов, и уехали в центр оформления ДТП. 1 человек пострадал в серьезной аварии на трассе в Зеленодольском районе. ДТП произошло по дороге Зеленодольск-Казань. 22-летний водитель «Лады Гранта» не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Водителя легковушки с травмой поясничного отдела позвоночника госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. В Челнах сегодня вспыхнули сразу несколько крупных пожаров. Горели как садовые общества, так и несанкционированные свалки. Сложность в тушении последних была в том, что мусор там был самый разнообразный. От дерева до автомобильных шин. Все было окутано черным дымом. Ситуацию осложняли сухая трава и сильный ветер. Подробности у Рамиля Шайдуллина. 2 садовых домика сгорели сегодня утром в садовом товариществе «Родник» в Тукаевском районе. Расстояние между ними составляло около 3 метров. Была угроза распространения огня на соседние участки, поэтому объявили повышенный номер вызова. В ходе проверки сообщения о преступлении и осмотра места происшествия было установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара послужило замыкание электропроводки. Опросом соседей установлено, что сосед, который находился в непосредственной близости к данным строениям, услышал треск на улице, затем подошел к строению садового дома и обратил внимание, что трещит провод. Чуть раньше уже в другом садовом товариществе вспыхнула баня. Она сгорела полностью. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В огне пострадал мужчина. Он получил ожоги и был доставлен в больницу. На месте находились дети и хозяйки. Они отдыхали, получается, вечером приехали, отдыхали. Затопили баню, искупались с утра, вот который получил ожоги. Решил еще раз искупаться, затопил баню. И пока там сидел, из-за неисправности печи взорвалась бочка с водой, с горячей водой. И он получил ожоги от пара. А днем в районе промзоны вспыхнула несанкционированная свалка. Тут было, пожалуй, все. Деревянные поддоны, шины, стройматериалы и мусорные мешки. Сухая трава и сильный ветер усугубили ситуацию. Густой черный дым относило к жилым домам. Пожарные с пламенем справились быстро. Теперь предстоит выяснить причину возгорания, а также кому принадлежит эта земля и почему на ней свалка.
Рамиль Шайдулин, Елена Камалова, Айдар Мусин, Диана Малярова и Сергей Вильданов. Вызов 112. 56-летняя женщина погибла на пожаре в Спасском районе. Частный дом загорелся в 2 часа ночи в селе Ямбухтино. Вскоре пожар был локализован. Ближе к утру огнеборцы в обломках сгоревшего дома обнаружили тело хозяйки. Причина возгорания устанавливается. А на улице Гудованцева в Казани сгорели деревянные сараи. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров. Многие строения уже давно заброшены их хозяевами. В результате инцидента никто не пострадал. Слушание дела об аферах на 101 миллион рублей стартовало сегодня в Ахитовском районном суде Казани. На скамье подсудимых Булат Ибрагимов. 39-летнего мужчину, ранее уже судимого за мошенничество, обвиняют по той же статье. Следствие полагает, мужчина предлагал своим клиентам выгодно вложиться в инвестиции и криптовалюту. Но выгода, как узнавала Вероника Гайнудинова, была только для него самого. Судебное заседание в отношении 39-летнего Булата Ибрагимова началось с ходатайства прокурора о продлении подсудимому меры пресечения. Под стражу он чуть меньше года, и обвинение попросило продлить арест еще на 6 месяцев. Подсудимый был против. От суда это не намерен скрываться, препятствовать судебному производству тоже не намерен, поэтому прошу рассмотреть меры пресечения, связанные с арестом. Но суд его пожелания не учел и оставил Булата Ибрагимова под стражей. К слову, ему это не впервой. Ранее он уже был судим по статьям мошенничества и присвоения или растрата. Отсидел 4,5 года в колонии общего режима. На свободу вышел в 2015-м. По версии обвинения, в год освобождения мужчина увлекся торговлей ценными бумагами, но делал это незаконно. Получив от Файзрахманова 6 миллионов 200 тысяч рублей, а также право распоряжения денежными средствами в сумме 2 миллиона рублей, Ибрагимов обязательства свои перед Файзрахмановым не исполнил. На неоднократно переносимые сроки денежные средства он не вернул. Как полагает следствие, подсудимый предлагал своим клиентам выгодно вложить деньги в акции компаний и криптовалюту. Сам он выступал посредником, а затем подтверждал якобы свершившуюся сделку поддельными выписками из реестра держателя акций. Деньги же присваивал. Занимался этим на протяжении 5 лет, пока в августе минувшего года к нему не явились полицейские. Мужчину обвинили по статье мошенничества в крупном и особо крупном размере. Под предлогом инвестирования в выгодные финансовые операции с ценными бумагами, валютой и цифровой валютой, криптовалютой, похитил денежные средства, а также иное имущество, принадлежащее 7 гражданам на общую сумму более 100 миллионов рублей. В деле 7 эпизодов. Ни по одному из них обвиняемый свою вину не признал. На следующем судебном заседании планируется допросить потерпевших. Ни один из них сегодня в зал суда не явился. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. 3 килограмма наркотиков изъяли полицейские у 30-летней жительницы Казани. Ее задержали на улице. При себе у нее обнаружили 100 граммов мефедрона. Остальные наркотики синтетического происхождения у нее изъяли во время обыска квартиры. Задержанная рассказала, что запрещенные вещества покупала в интернете, после чего расфасовывала мелкими партиями и оставляла в закладках. Браконьеров, которые ловили рыбу с сетями, задержали полицейские в Алексеевском районе. Свои снасти рыбаки расставили на реке Кама в Куйбышевском водохранилище. Это место нереста рыб. И, как узнала Алия Хайрудинова, без улова не остались ни рыбаки, ни полицейские. Двое в лодке, не считая собаки, поднимают сети, выбирают из них рыбу, не спешат и ничего не боятся. Вокруг ни души. Оперативников, которые следят за ними с берега, они не видят. Стражи порядка все фиксируют на видео. Неопровержимые доказательства вины. Установлено, что жители Алексеевского района, находясь недалеко от одного из сел на акватории реки Кама, Куйбышевского водохранилища, воспользовавшись дюраль-алюминиевой лодкой с веслами, при помощи капроновой рыболовной сети осуществил незаконный лов рыбы. Их задержали сразу же, как рыбаки причалили к берегу. Весь улов был при них. Это лещи, караси, судаки, окуни. В лодке и запрещенное орудие лова – 2 капроновые сети. Разрешение на лов рыбы ими у мужчин не было. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Закон за подобное предусматривает от штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей до 2 лет лишения свободы. Алия Хайрудинова, Станислав Яковлев. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.